Впереди еще 38 дней лета. Нужно успеть использовать время с пользой. Например, насытить душу хорошим кино. Поэтому на грядущие выходные мы составили для вас небольшой список. Начнем, пожалуй, с французской комедии от режиссера Жана-Люка Аяша «Влюбленный Ван Гог». Лента будет премьериться еще целую неделю, поэтому у вас еще есть время узнать, почему истинная любовь вселяет отвращение к искусству. Или в чем эта громкая фраза удобна для некоторых мужчин. Итак, в центре сюжета классический любовный треугольник. Художник Лео Мазотти, девушка по имени Элиза и, собственно, сам Ван Гог. Стоит отметить, что время действия — современность, а авторы картины прямо-таки высмеивают не только тщеславие, любовь к деньгам, но и создают на большом экране настоящий парад человеческой глупости. Дело в том, что никому еще неизвестный Лео Мазотти однажды попадает под крыло богатой дамочки, которая увозит молодого художника в Нью-Йорк и делает настоящей звездой современного искусства. Проходит время, и он уже в новом статусе попадает во французскую столицу, где встречает не только свою прошлую любовь, но и великого Ван Гога. Спросите, как так? Об этом вы узнаете сами. Особо рьяные любители кино здесь могут найти параллели с великими лентами Вуди Аллена и Мориса Пиалы. А может быть, даже после перечитают портрет Дориана Грея Оскара Уайльда. В ленте достается всем — и публике, и богеме, и современной элите, и даже нидерландскому гению Ван Гогу. В кадре мы увидим звезду французского кинематографа Фредерика де Фенталя. Кстати, «Влюбленный Ван Гог» — это дебютная полнометражная картина прованского режиссера Жана-Люка Аяша. Стал ли первый киноблин комом? Решать вам. Ну а сейчас еще немного о чувствах на большом экране. «Любовь по ту сторону» — фантастическая мелодрама от режиссера Гарри Гринбергера. И это еще одно кинопроизведение, которое подчеркивает силу любви для всех смертных. В центре сюжета безработный актер, он попадает в смертельную аварию, однако путь в рай ему на том свете временно закрыт. Дело решаемое, душе бывшего актера просто нужно полюбить. Получится ли у него и каково это — выбирать возлюбленную среди многочисленных призраков большого города, узнавайте сами. К слову о городах. На планете Земля они бывают разные. Большие, маленькие города-музеи, города криминальные. А бывает город тайн. Именно так называется новая картина режиссера Роберта Каноли. Немного об авторе. Роберт Каноли — режиссер 15 картин. Его дебютная лента «Банк» стала лауреатом многочисленных фестивалей. Семейная драма «Бумажные самолетики» отметилась на Берлинале. А вот славу австралийцу принес фильм «Балибо», ставший экранизацией реальной печальной истории об убийстве журналистов. Но вернемся к детективу под названием «Город тайн». Картина окунет нас в американскую глубинку, где мы попадаем прямо на похороны. Накануне там произошла большая трагедия при невыясненных обстоятельствах. А вот выяснять их предстоит детективу Аарону Фелку. Ведь главный фигурант кровавого дела — его друг детства. В главной роли мы увидим Эрика Бана. К слову, он стал и соавтором сценария, который основан на бестселлере Джейн Харпер «Засуха». Почему жара действительно играет в картине важную смысловую роль и отчего критика сравнила просмотр фильма с чтением книги, узнавайте сами. Правда в кресле кинотеатра.